Это программа «Итоги дня» на телеканале «Якутия-24». С вами Влад Давыдов. Борьба с коронавирусом, свежие данные, последние новости, принятые меры против пандемии в России и Якутии. Из первых уст о ситуации в разных странах мира коротко расскажут наши земляки-якутяне, проживающие сейчас за границей. Работа на удаленке. Как сотрудники предприятий и организаций ведут деятельность из дома в Якутске, защищены ли их трудовые права. Обычное дело. В рамках соцпроекта под таким названием волонтеры проводят ремонт в квартирах, нуждающихся в Нерюнгри. Как дела в Алдане? Обзор новостей и событий района в конце выпуска. За сутки в России зарегистрировали еще 71 больного коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, общее число пациентов с коронавирусом в стране достигло 438 человек. 17 из них выздоровели, еще свыше 52 тысяч остаются под наблюдением. Мишустин отметил, что во всем мире ситуация с коронавирусом остается сложной. Количество заболевших в мире на утро 22 марта достигло 376 тысяч человек. По словам премьер-министра, за последние 2 дня число заболевших в мире увеличилось на 50 тысяч человек. Я поручил Росздравнадзору совместно с регионами ежедневно, начиная с завтрашнего дня, с 24 марта, представлять правительству актуальную информацию о готовности медицинских учреждений на местах к оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией, а также до 27 марта представить мне данные о том, сколько по всей стране в разрезе регионов в каждой конкретной медицинской организации развернуто инфекционных боксов, сколько специалистов могут принять больных и оказать им помощь, какое оборудование там установлено, и сводная информация в целом по стране должна быть в постоянном мониторинге с обновлением раз в 3 дня. Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях. Исключения сделаны для регулярных рейсов по маршрутам из Москвы, в основном в столицы других стран. Всего в этом списке около 150 городов. Продолжат выполнять и чартерные рейсы из этих стран и обратно для перевозки граждан на родину. В большую часть государств, для которых сделано исключение, из России нет прямых регулярных рейсов. Для некоторых стран ограничения действовали и ранее, в том числе для столиц Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Арабских Эмиратов. Ситуация по эпидемиологической обстановке в республике остается стабильной. Об этом сказал руководитель региона Айсен Николаев на вечернем брифинге. Сейчас главная задача органов власти – выявление лиц, приехавших из-за границы, в том числе наших сограждан. Айсен Николаев отметил, что выявление идет активно. Многие сознательные граждане, самоизолировавшись, выходят на связь с медиками. К слову, с сегодняшнего дня изменилась также федеральная методика забора анализов у граждан, приехавших из-за границы. Теперь, если нет симптомов ОРВИ и граждане самоизолировались, то они находятся на дистанционном медицинском самоконтроле, и анализы у них берут только на 10-й день. Сегодня мы на оперативном штабе рассмотрели ситуацию в целом по республике. Конечно, никаких карантинных мер серьезных мы проводить не должны, потому что число заболевших у нас маленькое. Давайте не будем забывать, что, например, у нас в декабре-январе здесь было 68 зараженных корью, не менее опасной инфекционной болезнью, так с гораздо более тяжкими последствиями во многих случаях. Вместе с тем, там никаких разговоров о введении карантина или чрезвычайной ситуации ни от кого не звучало. Мы сейчас на оперативном штабе ситуацию рассмотрели. Она, еще раз говорю, требует, конечно, дальнейших ограничительных мер, но никакого введения карантина, который вводится по требованию главного санитарного врача республики, или чрезвычайной ситуации, которая может быть введена моим решением, сейчас мы ни по городу Якутску, ни тем более по другим муниципальным образованиям республики не видим. Также Айсен Николаев сообщил, что 2 дополнительные лаборатории по выявлению заболевания коронавирусом откроют у нас в столице. Очень много обращений в мой адрес, почему у нас в стране только 1 лаборатория в Новосибирске дает заключение. Это на самом деле неправильно. У нас лаборатория в Новосибирске дает заключение по
уже положительным реакциям анализов, которые выявляются здесь на местах. У нас сегодня в Якутске работают 2 лаборатории, оснащенные Роспотребнадзора, которые проводят все эти необходимые анализы. Мы сегодня запускаем также 3-ю лабораторию на базе больницы номер 3. И надеемся, что в ближайшее время, еще до конца недели, еще 4-я лаборатория здесь, в городе Якутске, у нас начнет работать. Только что завершился вечерний брифинг оперативного штаба. Вот что сказала председатель оперштаба, вице-премьер республики Ольга Балабкина. Медицинская организация «Инфекционная больница» города Якутска осуществляет лечение больных, которые у нас находятся на излечении. Роспотребнадзор, санитарные врачи республики осуществляют, заканчивают, соответственно, определение круга контактных лиц и работают с контактными лицами по доставке их и последующему медицинскому непосредственно обследованию. Часть контактных лиц направляется в обсерватор. Для части контактных лиц определяется режим самоизоляции. Тем временем автобусы, не проходящие санобработку, будут принудительно сниматься с маршрута в Якутске. Многие частные перевозчики не соблюдают предписанных мероприятий дезинфекции салонов общественного транспорта. Кроме того, в связи с существенным снижением пассажиропотока, вероятно, будет ограничиваться и число автобусов, выходящих на линию. Снимать с маршрутов в первую очередь предлагают тех, кто не соблюдает санитарные правила. Это касается перевозчиков, которые игнорируют безопасность и здоровье пассажиров. По указу главы региона в республике создан волонтерский корпус. Более 500 добровольцев в эти дни помогают пожилым людям старше 60 лет, а также маломобильным гражданам, которые также входят в категорию наиболее уязвимых к коронавирусной инфекции. Штаб работает на базе общероссийского проекта ОНФ, а это значит, что заявки принимаются со всей страны, а далее распределяются по региональным штабам. Наш корреспондент Ульяна Шагина подробнее о работе якутских волонтеров. Маски. У волонтеров на руках несколько заявок. Кто-то покупает продукты, кто-то медикаменты. Все это незамедлительно доставляется до адресата. Оплата также происходит после доставки. Пожилые довольны, особенно те, кому не у кого просить помощи. В общем-то, я подвижная старушка. До сих пор ходила, нормально, все сама обслуживаюсь. Но поскольку, говорят, это для стариков опасная штука, и вот я сижу в своей квартире заточений. Молоко, творог, гречка, конфеты, а также медикаменты и бытовая химия. Все необходимое добровольцы собирают в пакеты и отвозят пожилым и инвалидам, находящимся в самоизоляции в период пандемии, прямо до дверей квартиры. Приняли всю заявку, оформили, созвонились непосредственно с заявителем, уточнились по ценовой категории. Да? В данном случае была заявка именно на местную продукцию. Каждый из волонтеров приходит сюда по доброй воле, не прося ничего взамен. Ведь здесь главный принцип – оказать посильную помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Мой долг – помогать прежде всего для граждан. Ну и, конечно же, вообще для нашего города. Дезинфицирующие средства. В волонтерском штабе, куда и поступают заявки, с утра кипит работа. Звонки принимаются по единому номеру круглосуточного колл-центра 8 800 200 34 11. Сюда может позвонить любой житель страны. Далее заявки распределяются по регионам. За пару дней отработано уже 11 заявок. Но их будет больше, уверены волонтеры, поэтому и количество добровольцев не ограничено. На сегодняшний день количество активистов уже стало больше 500. И на самом деле надо отметить, что сюда входят не только молодежь, да, но и взрослые люди до 50 лет. Мы всех желающих регистрируем. Кто-то приходит с помощью на своей машине, говорят, у меня машина есть, бензин не требует. И благодаря их помощи мы развозим продукты первой необходимости, лекарства, может быть, выносим мусор и так далее, если это необходимо. Перед каждым выездом обязательная инструкция. Выдаются перчатки, маски. Одно из главных условий – как можно меньше контактировать с пожилыми, которые входят в категорию наиболее уязвимых к коронавирусу. За вчерашний день, например, было отработано 6 заявок. Поступило 6 заявок. Максимально все мы исполняем в день поступления.
Сегодня такие отряды сформированы во всех районах республики. Пожилые граждане с инвалидностью могут не только оставлять заявки на необходимые покупки, но и в целом обращаться по любым вопросам. Ни один звонок не останется без внимания. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. Австрия, Япония, Австралия, Киргизия, Доминиканская республика. Наши соотечественники из этих мест рассказали о том, как живут в разных уголках планеты и о ситуации с коронавирусом в той или иной стране. Давайте послушаем от земляков, якутян, как там борются с пандемией в других странах. Мы попросили наших друзей, которые проживают, учатся или же отдыхают на разных уголках планеты, рассказать, что же происходит у них в связи с этой ужасной пандемией под названием коронавирус. В Чуйской области, то есть где мы проживаем, это в столице, в Бишкеке, 2 зараженных, как я и ранее говорила. Сейчас я расскажу о ситуации коронавирусе в Австралии. Здесь вот должны быть бумажные полотенца, а там дальше должна быть туалетная бумага. Всем привет, меня зовут Марьяна, я сейчас нахожусь в Доминикане. Честно, это реально какой-то апокалипсис. Я нахожусь в метро. Из-за угрозы коронавируса по указу главы Якутии предприятия и организации частично переводят своих работников на дистанционную работу. Многие вынуждены уходить на карантин. Об условиях труда в удаленном режиме в сюжете Саргаланы Федоровой. Выпускающий редактор газеты «Якутия» Ирина Мартынова руководит работой целого холдинга из собственной квартиры. Все сотрудники редакции также перешли на удаленку. Работа идет по плану. С прошлой пятницы, 20 марта, холдинг «Сахамедиа» перешел на удаленную работу. Все сотрудники, журналисты, технический персонал, АОП на сегодняшний день работают из дома. Журналисты общаются со своими респондентами по телефону, через социальные сети, отправляют свои материалы на электронный адрес. Заработную плату, сказали, мы будем получать в полном объеме и вовремя. При переводе на дистанционный режим работы меняется, собственно, только адрес – из офиса в квартиру, а остальные условия трудового договора остаются прежними. Таким образом, труд оплачивается в полном объеме. Тем же, кто находится в самоизоляции, выдают больничный лист. Однако подобный режим весьма встревожил творческих работников, ведь большую часть доходов они получают от концертов. Работодатели вынуждены, да и по закону, они оплачивают 2/3 заработной платы. Надо отметить, что многие руководители, зная проблемы своих работников, у которых есть ипотека, кредит, идут навстречу к ним и оплачивают до 70%, 75% заработной платы, что, конечно же, приветствуется. Работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия труда для подчиненных. Сотрудники имеют право настаивать о переводе на удаленную работу. По договоренности работника с работодателем за дополнительные нагрузки зарплату могут повысить. В особом ряду медицинские работники, которые контактируют с больными. Профсоюзы ставят вопрос, чтобы не только медицинские работники, но и те работники, обслуживающие, которые как раз работают с такими контактными людьми, также им были увеличены заработные платы. Ну и также можно отметить, что есть и другие отдельные профессии, группы риска. Можно к ним отметить тех лиц, которые непосредственно работают с населением. Пока организации продолжают переходить на удаленный режим работы, сотрудники могут быть уверены, что их финансовое положение в полной безопасности. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Детская библиотека города Ленска в связи с объявленным карантином перешла на работу в онлайн-режим в социальных сетях. Сотрудники учреждения приняли решение проводить прямые эфиры громких чтений на своей странице в Инстаграме. Первая проба работы в новом формате собрала сразу 20 слушателей. Множество положительных отзывов, более 1000 лайков. Подписчики стали ждать с нетерпением новых прямых эфиров. К детям присоединились и родители. На этой неделе библиотекари выйдут в прямые эфиры с мастер-классами и постановками кукольного театра. Когда нам утром сказали, что мы закрываем сети, обслуживать не будем, конечно, нужно было что-то делать и принимать какие-то решения. Хорошо, что у нас 21 век, век цифровых технологий, есть возможности
бесконтактно общаться с нашими читателями. Мы решили субботу-воскресенье мы будем выставлять в эфир не прямые эфиры, а эфиры в записи. Это будут громкие чтения, мастер-классы, слайдовые презентации. Ну, посмотрим, что получится у нас. Пока прошел только вот сегодня у нас будет 3-й выпуск, сегодня у нас будет обзор книг. Если это будет актуально, если это будет интересно, мы сегодня собирались, то, возможно, и после карантина мы продолжим эту работу. Пауза короткая, буквально полминуты. Вернемся, оставайтесь с нами, смотрите далее. Обычное дело. В рамках социального проекта под таким названием волонтеры проводят ремонт в квартирах для тех, кто нуждается в Нерюнгри. Как дела в Алдане? Обзор новостей и событий района в конце выпуска. Это и многое другое после короткой паузы. Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Снегозапас на 200-250% больше, чем обычно, отмечается практически по всей территории республики в 2020 году. Особенно это наблюдается в центральной группе районов Заречья, а также в верховьях рек Алдан, Амга и Лена. Кроме того, осенняя увлажненность почвы была 80%. Предполагается, что в этом году воды будет много. Зависит от погодных условий, резкие перепады температур могут спровоцировать ледовые заторы. Отмечается и то, что обеспечивать безопасное прохождение весеннего половодья будут 7 оперативных групп, спасателями будут задействованы 20 единиц техники, столько же примерно единиц маломерного флота. В полной готовности находится личный состав в Алданском, Нерюнгринском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском и Среднеколымском районах республики. Что касается северного завоза, то в арктические районы Якутии доставлено более 86% топливных ресурсов. Завоз идет по плану. Все автозимники открылись вовремя, этому способствовала благоприятная погода арктической и северной части республики. На сегодня до пункта назначения доставлено более 600 тысяч тонн котельного топлива, а за весь период действия автозимников, то есть до конца апреля, планируют доставить более 700 тысяч тонн. Сегодня завоз проходит в плановом режиме, уже приближается конечная стадия завоза. Зимники в арктических и северных районах закрываются примерно по нормативу ежегодно в конце апреля. На сегодняшний день из 729 тысяч тонн запланированных топливно-энергетических ресурсов завезено 631 тысяча тонн, или это составляет 86,6%. То есть уже завоз находится на завершающей стадии. В Якутии продолжается сбор средств в Республиканский фонд «Победа». На сегодняшний день добровольный вклад жителей республики составляет туда более 12 миллионов 300 тысяч рублей. Все эти средства направят на увековечивание памяти славного подвига старшего поколения во время Великой Отечественной войны. Это издание книг, альбомов, проведение акций, поддержка ветеранских движений. Также деньги направят на строительство и реконструкцию памятников, скверов, на поисковую работу. Отметим, что глава Якутии Айсен Николаев лично перечислил 100 тысяч рублей из своих денег в этот фонд. Его поддержали. Сейчас предприятия и жители республики вносят свою лепту в это благородное дело. Благотворительный фонд и добровольный. Ну, большие юридические лица тоже принимают участие в этом. Таков был призыв. Такие акционерные общества, как Алмаз-Анабара, они спокойно, без всяких шумихи, внесли 2 миллиона в этот фонд. Это на сегодня самая большая сумма. Такое предприятие, Сургутнефтегаз, они внесли более 500 000. Участник войны Павлов Кирилл Егорович тоже со своей ветеранской пенсии внес. И таких много. И поэтому на сегодня сумма составляет 12 миллионов, 300 тысяч рублей. И это имеет определенную цель. Эти деньги идут только на тему, связанную с Великой Отечественной войной, на издание книг, на поддержку мероприятий. Волонтеры проводят ремонты в квартирах, нуждающихся в городе Нерюнгри. Социальный проект под названием «Обычное дело», начатый еще в прошлом году, сегодня вновь набирает обороты. Рассказывает наш корреспондент Александра Цивикова.
Юлия Павловна родилась в годы войны, а за долгие годы работы заслужила звание ветеран труда. 28 лет женщина живет в этой квартире. 7 лет назад она потеряла зрение, поэтому и оказалась первой в списке нуждающихся в ремонте жилья. Я очень довольна, даже никогда не мечтала об этом. Сама я вообще не в состоянии была ничего сделать. Вот они там стены обработали, того, что там вообще была кривизна сплошная. Ну, вот здесь продолжали все, вот линолеум положили. Проект успешно реализуется второй год, и на сегодня отремонтированы уже 8 квартир. Управление социальной защиты и Нюрнбергское отделение пенсионного фонда помогли определить нуждающихся в ремонте квартир. Так, в районной администрации был составлен реестр из 130 граждан. Кто именно вошел в него, мы узнали у идейного вдохновителя и организатора проекта «Обычное дело». Одинокие старики, которые сегодня не могут в силу финансовых причин, еще каких-то, сделать себе ремонт. То есть социальный работник, даже если их и обслуживает, он, естественно, не будет выполнять ремонтные работы, косметические. А люди сами тоже не смогут это сделать. Изначально многие пенсионеры отнеслись к проекту скептически, не поверили, что так бывает. Согласился, потому что приехал Артем Валерьевич, и я ему поверил. Мне очень приятно, что это все затеяли, и что серьезно, оказывается, относятся. И ребята хорошие, бригада – это 3 парня и девушка. Акцию по ремонту квартир нуждающихся земляков поддержали предприниматели, выделившие в благотворительных целях пожертвования на строительные материалы, и студенты факультета строительного дела Технического института филиала СФО в городе Нерюнгри. Наши студенты, так сказать, по зову сердца, и они активные у нас и неравнодушные к проблемам наших граждан, и проявили инициативу о том, чтобы помочь, так сказать, нуждающимся гражданам нашего города. В основном это первый курс. Именно направление строительства. Как пояснил организатор, финалист конкурса управленцев «Лидеры России» Артем Фирстов, выбор проекта обусловлен остротой проблемы, желанием помочь и наличием личного опыта в строительстве. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Далее смотрите обзор новостей и событий Алданского района. Слово передаю коллеге Татьяне Вахниной.